Здравствуйте, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Сергей Шойгу нагрянул в Таджикистан, увиденным остался недоволен. За что киргизскоязычные СМИ назвали главного редактора московского комсомольца умалишенным? Более 1000 казахских туристов застряли за границей после банкротства их туроператора. В Узбекистане археологи откопали крепость эпохи тимуридов и снова закопали. Вчера в Таджикистан для проверки боеспособности 201-й российской военной базы прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Сегодня утром его принял президент Эмомали Рахмон. На встрече стороны обсудили вопросы перевооружения таджикской армии на фоне обострения ситуации на севере Афганистана. Вчера же Сергей Шойгу проинспектировал российскую военную базу и остался недоволен результатами увиденного. Министр осмотрел казармы, столовую, поликлинику, а также новые общежития для военнослужащих по контракту. Главу оборонного ведомства возмутили темпы строительства объектов. Госпиталь Душанбинского гарнизона должен был быть возведен еще в декабре прошлого года. Теперь министр поставил задачу сдать объект к 1 сентября. А что вам надо, чтобы вот это ввели к 1 сентября? Для того, чтобы ввели с 1 сентября, нужна доставка оборудования, заключение контракта и увеличение лимитов по оплате. Не понял. Объясните еще раз. То есть на 25 декабря у вас все есть? Есть лимиты, ну, по есть плану, необходимые средства, да? Да, так запланировано. А на сентябрь их уже нет? Еще нет. Что-то непонятно, вы что докладываете для меня? Значит, разберитесь, доложите. Больницу к 1 сентября Есть. Не понравилось Сергею Шойгу и то, как строится объект. Он распорядился уделить особое внимание сейсмоустойчивости строящихся объектов и строгому соблюдению технологических процессов. Напомним, недавно был смещен прежний глава военной базы, на его место назначили нового полковника Дениса Лямина. Беспокойство министра строительством объектов связано с предстоящим расширением базы до 9000 военнослужащих. Сейчас в Таджикистане пребывает около 6000 российских солдат. А в это время сайт Азия Плюс опубликовал статью о мытарстве родителей солдата, который был пленен полгода назад во время дежурства на границе. Пожилые родители Мехражиддина Шадиева обивают пороги чиновников, стараясь смягчить сердца высоких чинов. По словам отца, он обошел всех, начиная от военкомата, управления погранвойск и заканчивая администрацией президента. Направил письмо и самому главе государства. В Кыргызстане никак не утихнет скандал о программе на главном государственном канале, в которой все киргизы названы львами, а все не киргизы – шакалами. Журналист, обличивший Госканал в неоднозначных высказываниях, подвергся гонениям со стороны кыргызскоязычной прессы. В газете «Московский комсомолец Азия» вышел материал о программе ток-шоу «Горцев», которая вышла еще в декабре прошлого года на Первом государственном канале. Главный редактор Улугбек Бабакулов буквально случайно натолкнулся на запись этой программы, но, прослушав ее до конца, перевел текст с киргизского на русский. Тогда широкая аудитория узнала, что бывший глава Союза писателей Кыргызстана, поэт Абдрахман Алымбаев, который был гостем ток-шоу, сравнил киргизов со львами, а не киргизов с шакалами, и очень сокрушался по поводу того, что порой рождаются дети от союзов львов и шакалов. После того, как в прессе раздались возмущенные националистическими высказываниями голоса, Госкомитет нацбезопасности республики пообещал разобраться в ситуации и дать процессуальную оценку высказываниям. И в тот момент, когда страсти уже утихли, часть кыргызскоязычных газет вышла со статьями, мягко говоря, сомнительного характера. Так, в газете «Фабула» были помещены статьи под заголовками «Нужно привлечь к ответственности болтливых и презренных» и «Не смерди». Мы позвонили в пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности, чтобы узнать, как продвигается расследование националистических высказываний на Госканале и будет ли заведено еще одно дело по высказыванию кыргызскоязычных газет не только в адрес Бабакулова, но и узбеков с русскими. На сегодняшний день там проводится экспертиза. Мы ждем итоги экспертизы. И как будут итоги экспертизы, будет приниматься решение. В данное время ждем итоги экспертизы. Все это время виновник начавшегося скандала никак не комментировал происходящее. Мы попытались связаться с бывшим председателем Союза писателей Кыргызстана, поэтом Абдрахманом Алымбаевым, чтобы он пояснил, что он имел в виду, говоря о львах и шакалах. Я хотел сказать, что просто Настя, если Настя, которая хочет сохранить себя, свое национальное лицо, он должен сохранить свой как генофонд, но заботиться о генофонде. Первое. Второе. Я просто делал сравнение, что
и дикие животные тоже, вот, естественно, вот, сохраняет и дает такое же воспитание. Там просто монтаж, что ли, вот, неправильно делал, и неправильную интерпретацию делает. Это просто, наверное, специально какое-то задание имеет, вот, Махан, вот, такое. Полгода прошло и делает просто из этого политику какую-то. Я сам свой имею, я дочка-то за украинца, это мать русская. Какое у меня еще может быть на другие нации? Вот. У меня никогда не. Я писатель, у меня есть и книги, если где-то я что-то проговорил, то это неправильно и не достойное выступление. Вот. Это просто специально какая-то группа, что ли, есть, вот так и делает это вот. Далее коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. Мафиозные террористические группировки ежегодно получают прибыль в размере 70 миллиардов долларов от наркоторговли в Афганистане, отчиталось Министерство по борьбе с наркотиками этой страны. Афганистан по-прежнему производит около 90% незаконных опиатов и является третьим по величине в мире производителем опиума после Мьянмы и Лаоса. В Таджикистане ожидается первый в истории визит премьер-министра Афганистана доктора Абдулла Абдуллы, который прибудет на международную конференцию «Вода для жизни» вместе с еще около 70 мировыми лидерами и генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. МВД Таджикистана и Кыргызстана создали совместную коллегию для придания нового импульса двустороннему сотрудничеству и укреплению партнерства. В Алмате неизвестный вандал за ночь поджег друг за другом 4 автомобиля, облив их горючей жидкостью. Пожарные передвигались по городу от одного возгорания к другому. Нападению подверглись 2 Lexus, Toyota и Subaru. Найти злоумышленника так и не удалось. 1043 казахских туриста застряли за границей из-за того, что их туроператор Travel System объявил себя банкротом. Большая часть отпускников находится в Турции, но есть и те, кто не может выехать из Эмиратов, Чехии, Франции и других государств. Еще около 5000 туристов, которые уже оплатили туроператору свой отдых, но не успели вылететь, остались без путевок. Крупный казахстанский оператор Travel System сначала объявил о приостановке деятельности, а потом и вовсе объявил о банкротстве. Собственник компании в качестве причины краха фирмы назвал специально распространяемыми неизвестными слухи о несостоятельности его компании, из-за чего последние 2 недели туристы перестали покупать у них путевки. Это и привело к банкротству. Тем не менее, компания подчеркивает, что у всех находящихся сейчас за рубежом клиентов есть обратные билеты. Однако авиакомпания Air Astana уже заявила о расторжении контракта с Travel System, который не может оплачивать перелеты. Суммарный убыток от дефолта этого не самого мелкого на казахстанском рынке оператора уже оценивается порядка 7-8 миллионов долларов. Ученые Узбекистанского археологического института провели в Самаркандской области раскопки. Археологи вскрыли развалы крепости Шерос, которую в XIV веке возвели по личному указанию Амира Тимура. Древнюю крепость с 3 сторон окружал водный канал, чтобы защитникам было сподручнее оборонять твердыню. Около крепости сохранились остатки моста, возведенного над каналом во времена тимуридов. Внутри твердыни существовал тайный подземный ход со стенами из сжженного кирпича, который служил для поставки воды из канала во время осады. В ходе раскопок здесь были обнаружены оружие, гончарные изделия, монеты эпохи тимуридов. Ученым удалось найти и вскрыть самый большой зал крепости, размеры которого 6 на 22 метра, с 8 колоннами. Несмотря на сенсационность находки, археологи снова закопали обнаруженные ценности, чтобы сохранить их для будущего. Сохранение этих находок в открытом виде и изучение десятка зданий внутри крепости на площади около 2 гектар требует значительных затрат, которые не покрываются бюджетом республики. Это была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошие известия. До свидания.